Начиная с апреля месяца наш коллектив перешел на онлайн-занятия. Это для нас, конечно, было новинкой, но мы очень быстро влились в эту всеобщую струю. Записали огромное количество различных видеороликов с нашими вокальными проектами. Шли занятия по сольфеджио, по технике речи. Работа велась над фразировкой, над сольными проектами тех детей, которые принимали участие за эти 2 месяца в интернет-конкурсах вокальных. Внутри коллектива я объявила конкурс-проект такой «Дети о войне». Это некий художественный цикл. Мы решили так отметить 75-летие Великой Победы. И каждый ребенок читал стихотворение о войне, исполнял какое-то произведение. Соответственно, поскольку это конкурс, лучшим исполнителям мы сделали видеоролики и разослали их на все интернет-проекты, которые проводились в России и в республике. И в итоге мы собрали рекордное для нас количество лауреатских званий, 18 дипломов мы завоевали в 3 конкурсах, 8 из них лауреаты 1-й степени, 3 лауреаты 2-й степени и так далее, лауреат 3-й и дипломанты. Вот мы очень довольны этим результатом. Самое главное, что дети очень довольны, поскольку, не выходя из дома, мы попутешествовали по разным городам нашей страны. Ну, во-первых, у меня очень неравнодушные родители. Конечно, все любят своих детей, но такой энергии, такой отдачи родительской, я считаю, что только у меня такие родители и такие прекрасные дети. Естественно, все их родственники, все их друзья и знакомые очень болеют всей душой за наших детей. Ну и я считаю, что это живой интерес, а не для количества просмотров это делается. Но, если честно, все это дается ночным трудом, потому что только ночью я могу заниматься видеомонтажом, все остальное время, естественно, некогда. Да, я делала заставки, подбирала музыку, и каждому ребенку старалась подобрать музыку, подходящую под его стихотворение, заставку. Были задействованы различные кадры военной хроники, какие-то заставки нынешних уже времен, яркие, эффектные. Но в целом это был именно художественный цикл «Дети о войне». Вот. Затем в июне месяце у нас был проведен смотр песен о России ко Дню независимости России, и дети тоже заняли лауреатские звания. Вот. И видеоролики мы тоже выкладываем у себя, и тоже гордимся своей работой. Сейчас у нас предстоит масштабное мероприятие, это конкурс, очень известный «Уфимская волна», где от нашего коллектива будет принимать участие Гельманова Эмилия. Мы желаем ей побед, успеха, конечно. Ну и поскольку это первая ее ступенька в таком серьезном конкурсе, надеемся, что она нас не подведет. Вас нотной грамоте научим! Вот перед вами нотный стан. Вы приходите к нам, ребята, в концертный зал Башкортостан. Добро пожаловать! Я До. Я петь люблю сильнее всего на свете. Я нота Ре. Скорее к нам, в кружок спешите, дети. Без песни жить я не могу. Я нота Ми, пойми. Танцует вместе с нотой Фа любимый город наш, Уфа. Люблю свой коллектив Ассоль. Приветик всем, я нота Соль. Ля-ля-ля, я нотка Ля, живу всех веселя. О чем меня не попроси, свою вам все, я нота Си. Мы все искусству верно служим, и меж собой все очень дружим. Мы танцуем и поем, ведь сцена наш любимый дом. Но я думаю, что в этом году нам наконец-то удастся совершить наш грандиозный концерт, который в этом году из-за условий в стране и во всем мире был отменен. Мы, конечно, приглашаем всех на наш совместный проект с эстрадным балетом «Кредо». Думаем, что мы очередной раз порадуем вас своими творческими находками, качественным профессиональным материалом, своей искренней любовью к музыке, к творчеству, к своим зрителям. Ждем вас. О датах будет извещено, когда мы будем знать сами. Ну и, конечно, огромное количество конкурсов ждет нас в октябре и в ноябре.
Мы во всех этих конкурсах принимаем участие с большим удовольствием, поскольку коллектив у нас большой, более 70 человек. Без нас конкурсы не останутся. Только что мы приняли участие в очень значимом для города мероприятии. Это открытие памятника жертвам Холокоста и всем жертвам года Великой Отечественной войны. Это было очень трогательно, очень серьезно, до мурашек, вот, до слез. Выступали раввин, выступал главный муфтий Республики Башкортостан, выступал наш патриарх. И даже я смотрела на своих детей и видела, что это действительно их очень тронуло, потому что говорились очень правильные, очень мудрые, очень такие слова, проникающие в душу каждого человека, что мы об этом даже не задумываемся, но вот такими простыми словами эти люди умеют повести за собою свои вот эти конфессии, свои народы. Это очень важно, я считаю. И памятник действительно очень красивый. Он открыт около еврейского центра на Блюхера. Посмотрите, пожалуйста, я считаю, что очень значимое событие, и мы очень горды тем, что мы принимали в этом участие. Мы исполняли песню красивую, жизнеутверждающую, о том, что память о наших предках в наших сердцах, мы ее принесем через все поколения, и мы за мир во всем мире.